corner. His professional record for wins stands 170 centimeters tall. His weight 66 kilograms. Fighting out of Baghdad, Uzbekistan. Karşılar Bahramjon Ruziyev. Referee Manap Kabdiyev. Орта. Менің ақият таңдаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қолыма асамыз. Сәттілік. Ну что, ждем чего-то интересного. Слушай, но есть интересная история в карьере Маркса, даже не в карьере, а в жизни. В прошлом году буквально он 4 дня находился в коме, и, вернувшись в сознание, первый же его вопрос был: могу ли я заниматься спортом вновь? Ему сказали: тебе повезло, что ты вообще остался жив после уличной драки. Маркс против Рузиева. Да, путь ММА-бойцов всегда тернист, он всегда сложен. Там очень много различных моментов. И вот конечно, проход. борьбу. Конечно, Да, борьбу его Рузиев. сильная сторона Бахрамджона. Но да, прям агрессивно начинает бороться, меняет позиции, но классная защита от Маркса. Действительно, и локти сразу пошли, но Бахрамджон добивается своего, оказывается, сверху. Да, ничего больше. Ни о чем больше не думает. Но Рузиев сразу проходит борьбу, закрывает гард Маркс, оказывается в позиции снизу. Рузиев пытается набрасывать. Да, я думаю, что сейчас Рузиев попробует улучшить свою позицию, как-то укрепиться. С закрытого гарда Маркса не получится выбраться. Нужно что-то все-таки придумывать. Видимо, он за каким-то даже приемом пытается идти. Но, наверное, против борца вольного стиля это будет сделать сложно. Сильные локти подключает Рузиев. Не забывает переводить с корпуса на голову. Но и зажимает у секции. Продолжает это избиение, набрасывает удары. Да, они, наверное, не самые акцентированные, но, безусловно, тоннаж присутствует, и Маркс прочувствовал эти удары. И на самом деле не удивлюсь, что Конор Макгрегор сейчас наблюдает за этим поединком, купив подписку на сайте naiza.tv. Подписки стоят очень дешево, поэтому вы тоже не должны обладать такими большими ресурсами, как Конор Макгрегор, чтобы смотреть наши турниры. Любой может это себе позволить, определенно, и возможно поболеть за кого-то из своих бойцов. Ну, пока что все довольно односторонне получается, но при этом видно, что не форсирует события Рузиев. Просто постоянно оказывает давление, постоянно накидывает удары по корпусу, тем самым ослабляя своего соперника. И вот сейчас, кстати, улучшает свою позицию, хафгард, обходит одну ногу. А Маркс пытается развернуться и как-то отработать от сетки, может быть. Нет, думаю, что слепанет отсюда как-то. Нет. И вот как раз Рузиев пытается головой к сетке побежать Маркса, а Маркс пытается ногами от этой сетки оттолкнуться. Инсайд-контрол от Рузиева. Да, уже обошел 2 ноги Рузиев, но пока не наносит удары, а просто работает на позицию. Прижимает он плечом голову своего соперника, постоянно его он напрягает, тем самым сбивает дыхание. И сейчас, возможно, даже пытается выйти на какую-то удушку, потому что как будто на что-то заходит. Ну и слепанули, да, от Маркса, но вернуться в ту же позицию. И даже улучшил. Сейчас он может попытаться выйти на американу. Он четко понимает, что другого выхода нет. Рузиев просто забьет его локтями из этой позиции. Да, вот Маркс не перестает защищаться, на самом деле молодец против сильного борца. Он держится достаточно хорошо, не дает особо он ему работать руками, вяжет, постоянно двигается, пытается вылезти, но при этом все равно в этой позиции, конечно, Рузиев больше баллов у судей получает. Ну, потому как уже 3,5 минуты контроля, по факту. А вот от Маркса... Что требует? Требуется как-то встать. Да, надо вставать. Было бы интересно посмотреть, но Рузиев, по-моему, просто не даст поработать на ногах. Мучает. По-другому никак не назвать это, мучает. Очень много топлива, конечно, расходует Маркс. Да, потому что на нем сверху лежит человек его же веса, тебе нужно его поднимать, нужно из-под него тоже как-то вылезать. И на все это расходуются силы, а при этом для хорошего борца это не трудозатратно. То есть ты лежишь сверху, контролируешь, меняешь захваты, меняешь позиции и, в принципе, не устаешь. Не устаешь так сильно, как твой соперник. Тем более,
что Рузиев, ну, одно какое-то сделать движение совершил, когда перешел в сайд-контрол, а дальше не дал возможности свип, не дал возможности бросить себя сопернику. Ну и вот, теперь локоть. Как раз-таки локоть, что был свободен, Маркс перекрывается. И ногами он все еще пытается отталкиваться. И вот более-менее что-то вроде как и получается, но каждый раз Рузиев его опять стягивает вниз. Стягивает жестко. Опять вырывает опору, сваливается Маркс, возвращается на прежнюю позицию, и Рузиев набрасывает удар. То есть здесь, в принципе, по акцентированным ударам после первой 5-минутки может быть 40-2, например. Ну, такое чувство, что Маркс не сдался. Да, очень тяжелый раунд, но не видно в его глазах, знаешь, уже какой-то потерянности. Он до последнего пытался выбраться. Так, начинается у нас второй раунд. Ну что ж, не удивлюсь, в таком же развитии событий. Да! С первых же секунд. Тогда он подождал 26 секунд. В этот раз он решил не ждать вообще ни одной. Сразу же перевел в 2 ноги, в корпус. И теперь свою вот эту вот методичную работу он продолжает. Я думаю, подтащит сейчас он, скорее всего, к клетке. Да, пробивает корпус, все. Да, повторение первого раунда. Но теперь у нас уже будет время контроля, скорее всего, не 4:30. А 4:58, скорее всего. Ну да. 2 секунды, по факту. 2 секунды. Маркс так подальше отошел, только успел. Да, и вот видно было сейчас по лицу Букмирея, что он вот сейчас уже немножко он прочувствовал то, что какая-то есть безысходность все-таки в таком его положении. И снизу долго работать не получится. И знаешь, что еще тоже отличается от первого раунда? Сразу же он открыл гард, потому что понял, что просто держать гард смысла вообще никакого нету. Потому что, ну, это выгодно как раз, собственно, и Рузиеву. Пусть держит гард, а он будет работать сверху. Нужно искать возможность выйти либо на болевой, либо как-то сбросить, хотя опять Маркс Да, очень. прижимает к себе соперника. И Рузиев очень плотно сидит, то есть прям видно, что весь его там центр тяжести на сопернике, ноги далеко, не знаю, как отсюда вылезать, вот, если ты действительно не прям какой-то дока в борьбе. До этого пытался свип от сетки осуществить Маркс. Но при этом ему нужно для этого ногами. Да, но он никак не может. Кстати, ноги. вот так. треугольника вроде даже. Или Да, арбар. будет. Пытается, ищет эту возможность, и Рузиев... Да, закрывает он треугольник. Рука тоже там, но не плотно пока что. Да, есть люфт, есть пространство, но посмотри, тут, конечно, сложно оформить. Все плотнее. Вот, ой, слушай, вот сейчас если вытянет плотно руку, уже. да. Если получится еще... Очень вот плотно. это уже хорошо. Но опять для Маркса. И 3 минуты до конца Рузиев болтается. Да, тяжело Рузиеву, но вроде он нашел немножко себе место для того, чтобы подышать. Но не просто ему, помогает клетка как раз. Но Маркс Слэм. понимает, что это его единственная возможность для того, чтобы спастись, добиться здесь. И еще один слэм. Два как он жестких втыкает слэма. его. Вот, слушай, переходит он на руку, видимо. Он эту попытку пытался осуществить на протяжении последней минуты. Он вообще постоянно пытается вытянуть, но Рузиев... Третий слэм, но уже не такой плотный. Тяжело приходится Рузиеву, но видно, что он может и дышать. Ох, еще 4-й. Да. Мощи, конечно, этому парню не Ну, ему занимать, все- но... Вечера! Fighter of the blue corner, Marks Бахмелей! Да, очень крутое выступление.